Всем привет! Сегодня у нас 2 февраля. Так, ну давайте прогуляемся с вами. Вот на солнышко. Солнышко нынче замечательное. У нас тепло. 22 градуса примерно. Минус, конечно. Снежок. Ясная солнечная погода. Сейчас время у нас примерно 4 часа. И вот мы прохаживаемся вот по этой улице. Как же она называется? Она идет от автовокзала на улицу Петровского. То есть с Октябрьской на Петровского. Асфальтированная, хорошая улица. Когда-то она была вообще ужасная, разбитая. Но вот несколько лет она уже как радует ровненьким асфальтом. Срочный ремонт обуви. Ну, сейчас у нас как бы уже сезон к концу подходит. Сезон зимний, поэтому теплеет и, соответственно, надобность в бунтах там каких-то снижается, естественно. Хотя еще не так полно. А что здесь, кстати, вот такое учреждение? Мы тут первый раз типа снимаем. 3 смотрит, 1 лайк, большое спасибо. Так, какие-то магазины, рекламное агентство. Пище, что там такое? Пошив одежды. А, понятно. Интересное местечко такое. Это у нас Аюнского, улица, дом 6Г. 6Г. Надеюсь, вас не трясет сильно так. Интересно, что это? Где это? Мы сейчас тут какие-то гаражи. А, все понятно. Гаражи. Ничего такого особо интересного нету. Поэтому продолжим дальше по этой улице в направлении улицы Петровского. Так, ну это замечательно, что мы как бы уже практически зиму пережили. Еще осталось сегодня 22-е, еще недельку-полторы. Институт государственного администрирования. Вот здесь он находится. Ломоносова эта улица. Школа музыки также здесь. Смотрите. World Melody Якутск Хамус. Вокал, фортепиано. Знаете, что такое? Кырымпа. Гитара. Номер телефона. Вот у них есть. Видно, наверное, да? И этот Инстаграм, да? То есть вот здесь, по идее, вас могут научить на гитаре, научить играть и петь песенки. Также фортепиано, вокал. Да, интересно. Я даже и не знал. Так, здесь какой-то заезд хитрый. Туда. А, это тут гаражи. Я так понимаю, да? И куда-то тут проход есть. Давайте походим в этих интересных местах. 2 тонны ограничений груза. Это получается здесь гаражи. То вот мы куда-то забрались здесь. Ну придется там-то выйдем, нет? Так, здесь не остановиться надо все равно. Чай не лето, чай не май месяц. Все равно минус 20 градусов. Холодновато рукам. Так, а я, похоже, куда-то пришел. Не туда абсолютно.
Точно. Все, нет, здесь есть выход. Смотрите. Тайные тропы города Якутска. Можно здесь выйти-то? Да, можно вот посюда. Смотрите, деревянные лестницы, тут брусовые такие вот эти основания. Солидно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут контейнера стоят. Так, это первый этаж, а это второй. Я все понял. Все понял. Первый этаж. Гаражи. Здесь еще тоже вот туда можно идти. Можно сюда идти. Можно туда пойти, можно сюда пойти. Ух ты, это гараж какой-то сделали. Что-то непонятное сооружение какое-то. Пытались что-то тут сделать из бетона. Но у них ничего не получилось. Туда идти или не идти. Ну вот этот дом, это улица Петровского, я так понимаю. Вот мы сейчас оттуда выйдем. Надеюсь, я пройду. Потому что здесь могут быть тупики. Довольно хорошие тупики. То есть идешь, а потом бац тебе, и все, дорога закрыта. Что не очень хорошо, в общем-то. Так, тоже гаражи. Места. Теплые гаражи. А почему вот тут, кстати, не построить какой-нибудь высотный дом? Вот такого, а не заселить сюда людей, потому что здесь гаражи находятся. Росписи на стенах интересные. Это сколько у нас дом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9 этажей. 9-этажечка. Ага. Так, и сюда свернули. Так, тут видим мы гаражи и сверху вот такой вот пристрой. Такой вот пристрой. Туда точно не помню. Вон здание 1000 мелочей новое. Видно, да? Такое большое здание. Сейчас я почитаю ваши комментарии. Гараж написан. Смотрите, гараж. Машину не ставить. Солнышко у нас низко сидит. 62-я параллель. Сами знаете. Находится на севере. Так, тут площадка. Такая вот игровая. Все, я понял. Я сейчас, знаете, куда выйду? Я выйду на улицу Аюнского. Вот куда я выйду. Вот этот домик Аюнского. Точно. Я вспомнил эти дома. Здесь вот такая вот схема. И вот довольно это интенсивная улица Аюнского. Если мы по ней пойдем туда дальше, мы выйдем на университет государственный. Так, у меня заряда совсем мало, 30%. Поэтому то, что смогу, я смогу, поснимаю. На большее не рассчитывайте, так что таким образом. Ну, ой, смотрите, какие тут пробки-то у нас, да? Вот этого улица Аюнского и улица Петровского, пересечение улиц. Смотрите. Три ряда машин. Так, ну что, почитать комментарии. Кто что написал. Возьму чат. Так, Юхи, привет. Легов Бум, привет. Какое эпическое здание. Так, подождите. Какое эпическое здание в Академии государственного администрирования. Да,
Она горела, что-то я знаю, вот в этих местах. Потом заново это все восстановили. Там, по-моему, когда-то находился цирк. Так, куда это все? О, как она бомбасит. Грохот. Вот едет и грохочет, мешает, так сказать, людям, нарушает вот эту атмосферу. Шумовое загрязнение. И так шумно. Так, у нас 10 секунд. Давайте. Ага. Проезжай. А, я не успею. Так, или вон туда пойти. Нет, я оттуда пришел. Вот улица Петровского. Здесь, кстати, умный светофор. Вот, может быть, видите, камеры установлены. Камеры. Здесь очень много камер на этом перекрестке. Поэтому вот отсюда водителям прилетают штрафы. Водителям штрафы прилетают. Если они нарушают правила дорожного движения. А здесь вот строится, ой, вот на этой площадке, вот там, видите, забором обнесено все. Как же, забыл. Я там в прошлый раз ходил, не прошлый раз, ходил, короче, и как-то он называется. Ну, когда же самая интересная зона будет такая какая-то нестандартная, то есть не жилые дома какие-то, а какая-то развлекательная такая вот территория. Что-то там будет или спортивное, или что-то. Ну, а здесь вот у нас Мусхая, ресторан, также магазин Тока. Так, ну и вот это остановки здесь. То есть это, вот мы идем в сторону СВФУ. Эту дорогу я уже, по-моему, как-то снимал. Так что мы с вами вот сейчас вот в переулок завернем. Переулочек вот в этот многоэтажный дом. Посмотрим на дворик, как что обстоит. Так, посмотреть. Я знаю, здесь есть парикмахерская Нефертити. Да. Аюнского 16. Дом Нефертити. Вот. Недорого стригут, кстати, в этом Нефертити. Хотя цены растут, они растут цены везде. То есть подорожала опять стрижка, там рублей на 100 или на сколько. После всех этих событий недавних. Так, Сахай ювелир. Вот это помещение, здание. Ух ты, тут даже, смотрите, у них красная дорожка туда выстелена. Это жилой дом чисто. Жилой дом. Ну, вот здесь вот соседствует новая застройка. Вот с этими КПДшками пятиэтажных времен. Постройки 80-х. Может быть, какие-то 90-х годов. У них здесь аккуратный дворик, смотрите. Но я помню, здесь весной или, я не знаю, когда, или летом, или осенью вообще такие были жуткие лужи. Приходилось как-то идти, лазить. Короче, целое дело было. Целое дело. Вот тут построен. А, этот магазин, еще какой-то ресторан или что? Вот здесь клуб развлекательный. Караоке, по-моему, тут был в этом здании. Ну и вот сейчас здесь киоск с шаурмой, да? Ага, шаурма, вон там шаурма. Ну, шаурма у нас рублей по 200. По-моему, от 200 начинаются цены. Я уж не буду туда заходить. Дороже, естественно. А это, смотрите, построили вот недавно здесь дом. Вот рядом. Вот этот 20/1 Аюнского. И вот тут вот такую махину соорудили. Его довольно быстро построили. Довольно быстро. Его где-то за год, что ли, сделали. Этот дом у нас
Каландарашвили 32 адрес. А вот это вот средняя школа. Так, смотрите, как тут отделали, как шикарно отделали. Это типа плитки, да, кирпича, такой типа камня, что-то такое. Заезды, гаражные заезды у них. Я смотрю, с задней стороны посмотреть, потому что спереди-то, в общем-то, многие видели, а сзади вот мы сейчас посмотрим. Да, тут у них два подъездика. Понимаю, это жилое здание. В таких цветах интересных, смотрите. Темное такое. Сюда вот. Да, отделано типа камень такой, камень. Этому дому года 2 всего лишь. Ну и вот это средняя школа. Как она? 31-я или другая? Не знаю. Как. А вот еще один подъезд. Подъезд номер 2. Квартиры с 77 по 160. Вот. Ого, мужчина. Кто хочет здесь жить? Ставьте лайки. У них даже здесь, смотрите, раздельный сбор мусора. Вот эта помойка отдельно для стекла, там, картона, еще что-то. Ну и здесь мы вот с вами выходим. Это общежитие СВФУ, Северо-Восточного федерального университета. Вот, улица Каландарашвили. Был такой известный революционер. И вот в честь него вот эта улица названа. Так, ну вот это вот общежитские корпуса, я так понимаю. Да, трафик сегодня, ого, очень интенсивный. Очень и очень интенсивный. Пятница. Сегодня, господи, какая пятница? Сегодня у нас 22 февраля. Завтра будет 23 февраля. То есть сегодня те, кто работают вот в пятидневку, да, у них предпраздничный день. Они работают на часок раньше. Рабочий день кончается, как правило, да, по коллективному договору. Если у кого такие правила есть. Так вот. 31-я школа, точно. 31-я школа. И рядом здание это Ростелекома. Вот это по улице Каландарашвили. У них тут должен быть офис. Или уже нету офиса здесь. Так, вот школу вам показать. Вот школа, 31-я школа, и они, смотрите, вот здесь вот сама школа, вот это здание, вот они сделали пристрой пару лет назад, вот тут переход, то есть школу расширили, вот видно там, да, еще корпус один построили, вот он, вот корпус, тут у них есть вот такая вот соответствующая стенд обладатель гранта и так далее. Что завоевала эта школа? Ага. И вот таким вот образом. А это забор, вот это Ростелекома здание, это его. Сейчас посмотрим, что там в настоящее время находится. Так, ваши комментарии. Так. В городе что-то изменилось? Ну, конечно, меняется. Столько строек всяких разных. Конечно, меняется. Парк будущих поколений на пустыре. Ага. Так, подождите-ка, у меня шнурок развязался на ботинке.
что есть не очень хорошо. Какие-то шнурки не очень такие удачные, что их приходится постоянно. Короче, вот. Да, тут заход, заезд. Да, кластер вот этих будущих поколений. Ростелеком. Офис. Все у них закрыто. Закрыли его. Закрыли. Теперь, насколько я знаю, один только в городе офис Ростелекома. Это на проспекте Ленина. Историческое здание Ростелекома. Вот там, где кинотеатр Центральный. Вот там вот. То есть они как бы тоже идут в ногу со временем, сокращают количество этих вот офисов, переходят в какое-то виртуальное пространство. Ну, а здесь, смотрите, у нас Роял Тай. Королевский Тай. Массажный салон традиций. Тайский массаж. Традиционный тайский массаж. Вот кто не знает, в Якутске вот такой вот есть Royal Thai. Традиционный тайский монтаж. Массаж, господи. Вот такие вот фотографии. Там прачечная. Так он работает, кстати, с 10 до 10 вечера. Кому интересно, у них, по-моему, есть сайт. А вот здесь вот смотрите, какие у них возможны эти массажные процедуры различные. У них есть сайт, через него можно узнать, какие есть массажи, сколько стоит. О, а тут еще один дом построили. Вот недавно, смотрите, какой дом. Вот говорите, что изменилось. Вот на Каландрашвили какой домину построили. Видали, да? Ух. Красота, смотрите, угол какой. Так, спереди он вот так выглядит, да? Под ним, кстати, смотрите, как интересно сделано. Это вот под машины, да, заезд. Получается свайное поле. Вот такое. Кстати, вот это, знаете, что такое? Это охладители, морозильники, которые морозы, свайное основание, фундамент. Вот, соответственно, то есть они зимой промораживают почву глубже, сильнее. Соответственно, вот смотрите, сколько здесь свай нашпиговано, наставлено. Давайте посмотрим. Тут даже такие, смотрите, какие, чтобы эти машины, да, такие вот катафоты, чтобы машины не бились. Да, вот так вот. Тут все сделано. Какая-то гаражная зона. Не гаражная, стояночная зона. И вот так вот. Все вот здесь. Ох, сколько этажей-то. Не сосчитать. Не сосчитать. Подъезд. Номер какой? 1. С 1 по 107 квартиру. Вот это еще идут строительные какие-то работы. Видать, квартиры делают, потому что его сделали недавно. Еще, соответственно, сейчас же как квартиры продают? Без этого, без ремонта, то есть чисто стены, да, то есть вы покупаете, берете ипотеку, покупаете квартирку, и вам надо еще на ремонтик там миллиончик, пару миллиончиков затратить. Вот, смотрите, тут переход такой. Интересно, как сделано между этими зданиями. Так, это у нас, сейчас скажу вам, Каландрашвили. Подойдем поближе. 38Б. Строение 1. Ага. Роял. Тоже что-то Роял. Королевское. Что-то. И вот здесь вот игровая площадка довольно большая. Смотрите, какая зона игровая.
Вообще здоровая, ну конечно. Самая большая, вот какая в городе есть. Ее, кстати, обнесли заборчиком. Раньше эта зона была открыта, а сейчас ее обнесли заборчиком. Так, вот. Кстати, это что, из кирпича, что ли? Поближе подойдем. А, это кирпич нарисован, я так понимаю. А вот здесь вот настоящий кирпич. Настоящий кирпич здания. Да. И он даже, смотрите, не отделан, то есть не утеплен, а просто кирпич. То есть должна быть стена теплая, по идее, толстая. Потому что, ну, может, он изнутри утеплен, даже сложно сказать. Ну, а это вот магазин. Если кто помнит, здесь раньше Эльдорадо был. А сейчас здесь торговый центр «Алмаз». Также магазин больше-меньше. Вот это вот здание такое стеклянное. Все, они его обделали. Ну, а это вот этот вот дом. Новая постройка, жилой дом. Так, давайте сейчас туда вырулим. На эту улицу. Вот он, адрес сейчас вам скажу. Каландарашвили, 38. Адрес его. Ну, здоровая машина. Балконы застекленные. Застекленные. Так, разворачиваем в сторону вот этого. Больше-меньше. Алмаз торговый центр. То есть здесь большой магазин довольно продуктовый. Первый этаж он занимает. Продукты, химия, да? И виноводочные, по-моему, здесь у них все собрано. А на втором и третьем этаже там у них, ну, торговый центр. Обычный, как говорится. Здесь вот так все выполнено. Так. Еще больше режима с 9 до 20 без перерыва. А локомаркет 14 до 20. Еще больше. Больше скидок. Здесь не залагает ничего. Так, почитаем комменты. Александр Егоров. Плюс сердце. Спасибо. Это мало интересно все. Тем более в здании может интернет пропасть. Так, вот напротив выходим мы в Скиф, продуктовый магазин. Мяско, колбаски, там рыбка. А вот это вот Кинезис, физкультурный центр Кинезис. Так, кстати, пирамида, торговый центр. А, это пирамида, да? 5 рублей. 5 рублей, пускайте. Так.